Главная тема заседания – обсуждение законопроекта о республиканском бюджете на 2023 и на плановый период 2024 и 2025 годы. При подготовке главного финансового документа региона акцент делают на сохранение всех социальных выплат и льгот. Так, общий объем доходов республиканского бюджета на 2023 год составит порядка 32 миллиардов рублей. Доходы республиканского бюджета складываются из налоговых и неналоговых доходов. Это 5 миллиардов, 5,2 миллиарда рублей. Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 13,3 миллиарда рублей. Дотация на компенсацию затрат по заработной платы работников бюджетной сферы 456 миллионов. И безвозмездные поступления из федерального бюджета, различные субсидии, субвенции и межбюджетные трансферты пока 12 миллиардов 951 миллион рублей. Они будут поступать и до конца этого года, и в процессе следующего года. Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности. В этом году она 12 299. Мы в проекте предусмотрели 13 345. Здесь я хочу отвлечь ваше внимание на том, что когда мы во время формирования и федерального бюджета, в том числе на различных площадках в федеральном центре с участием Государственной Думы, Министерства финансов и Совета глав регионов, Минфин настаивал на том, что эту дотацию увеличить на 8,5%. Тогда как регионы и Госдума на 15%. Но перед первым чтением нам рекомендовали на 8,5%, поэтому мы предусмотрели 13 345. Однако уже во втором чтении стало известно, что дотация регионам будет поднята до 11,7 миллиарда рублей. То есть ко второму чтению эта цифра 13 миллионов возрастет до 1 миллиарда рублей. То есть тот дефицит, который я вам говорил, он во втором и третьем чтении сократится на миллиард рублей. Такая же ситуация с дотацией на компенсацию расхода на оплату труда работника бюджетной сферы. В этом году 456, добавили 100 миллионов и получается 550. Но это мы внесем изменения после поправками. Таким образом, значит, базовый бюджет прошлого года был 18 236, пока базовый сегодняшний день проект 19 миллиардов 18 миллионов рублей. Наши доходы, налоговые и неналоговые доходы, 5 миллиардов 200. Вот структура этих доходов, в общем объеме налоговых доходов, основную часть, как всегда, у нас занимает НДФЛ, это 2 миллиарда 132, 41%. Доходы от уплаты акцизов, которые нам рассчитывает Минфин России, налог на имущество и налог на прибыль. Расходы по проекту бюджета составят более 32 миллиардов 22 миллионов рублей. Почти половина из них направлена на сферу образования, социальную сферу, износы на ОМС. Дефицит бюджета составит порядка 53 миллионов рублей. Впрочем, цифры не окончательные. Это только первое чтение проекта бюджета. Расходы, как я вам уже сказал, не хватает на страховые износы на обязательное медицинское страхование, как и в этом году. Не хватает на общее дошкольное образование 1,7 миллиарда рублей. И не хватает денег на эту субсидию, на выплату субсидию, универсальную субсидию на детей, детские пособия. 825 миллионов. Также мы не включили в бюджет те объекты дошкольного и общего образования, которые будут введены в следующем году. Таким образом, расходы республиканского бюджета на 2020 год сложились в сумме 32 миллиарда. Межбюджетные трансферты. В соответствии с законом о межбюджетных отношениях, они предусмотрены муниципальным образованием на общую сумму 1 миллиард 27, в том числе дотация на выравнивание 831 с увеличением на 77,2 миллиона рублей, дотация на обеспечение сбалансированности местного бюджета в сумме 72 миллионов и субвенция сельским поселениям 123 миллиона рублей. Значительная часть здесь, 80-50 расходов бюджета, имеет социальную направленность. Так что бюджет, как обычно мы называем социальной направленностью, эти цифры его подтверждают. Это все наши доходы распределены таким образом, в том числе и
с федеральными. Без федеральных субсидий, собственные наши средства, которыми мы сами распоряжаемся, это 19 миллиардов 70 миллионов. Парламентарии также заслушали информацию о деятельности Минтруда Ингушетии за текущий год. Ведомством велась работа по обеспечению отдельных видов социальных выплат, льгот и мер социальной поддержки различным категориям граждан, детям школьного возраста из малоимущих семей, трудоустройства безработных. В рамках реализации нацпроектов министр отметил высокий показатель исполнения. Обсудили на заседании также права детей и подростков. Уполномоченный при главе республики по правам ребенка сообщила, что с начала года к ним поступило более 1000 обращений. В прокуратуру республики направлено 47 писем о нарушениях прав и законных интересов несовершеннолетних. Кроме того, в окончательном чтении на заседании парламента приняли региональные законопроекты, касающиеся градостроительной деятельности, защиты населения и территории от ЧС, выборов депутатов Народного собрания. Депутаты также приняли и ряд законодательных инициатив, направленных на совершенствование образовательной и культурной сфер региона. Хади Добриева, Новости 24.